Здравствуйте, ребята! Урок русского языка в 11 классе с государственным языком обучения естественно-математического цикла. Сегодня у нас урок развития речи. Тип урока – формирование и совершенствование знаний, умений и навыков при написании изложения. Тема сегодняшнего урока – изложение описания из рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Бежин луг». Запишите сегодняшнюю дату и тему урока. Цели – способствовать совершенствованию речевых навыков и практических умений учащихся, необходимых для свободного навыка языком. Воспитывать творческие способности учащихся, стремление проявлять свои личные отношения к описываемому предмету. Закройте глаза. Представьте себе яркое, теплое солнышко, зеленый луг, полевые цветы. Вдохните аромат этого луга. Сделайте глубокий вдох. А теперь медленно выдохните. Я рада за вас. Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил вас новыми открытиями. Формула удачи – улыбка, настроение, вера в себя, результат. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию. В изложении нужно сохранить все микротемы исходного текста и не упустить основную мысль. Последовательность работы при восприятии текста на слух. Прослушайте исходный текст, сформулируйте основную тему и идею текста, то есть о чем текст, что хотел сказать автор. Зафиксируйте последовательность событий, рассуждений, повествование, начало события, ход его, кульминация, развязка событий. В описании предмет речи и его значимые существенные признаки. Составьте подробный план текста, выделяя микротемы каждой части текста. Сократите текст, сохраняя главную информацию и все микротемы. Проверьте смысловую и грамматическую связь между частями изложения. Напишите сжатое изложение. Тщательно проверьте текст на наличие грамматических, речевых и орфографических пунктуационных ошибок. Основные приемы компрессии текста. Первое. Исключение повторов одного или нескольких синонимов, однородных членов, уточняющих и поясняющих конструкции, второстепенной несущественной информации. Второе. Обобщение. Замена однородных членов обобщающим наименованием. Замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением с обобщающим значением. Третье. Упрощение. Слияние нескольких предложений в одно. Замена предложения или его части указательным местоимением. Замена сложно подчиненного предложения простым. Замена прямой речи косвенной. Четвертое. Слияние двух простых предложений или сложного и простого.
В результате сжатия должен получиться связанный, логичный, сокращенный текст, а не план или подробный пересказ. Итак, ребята, слушаем внимательно. Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой. Свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками. Блеск их подобен блеску кованого серебра. Но вот опять хлынули играющие лучи. И весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков. Золотисто-серых, с нежными белыми краями, подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровно синевы. Они почти не трогаются с места. Далее к небосклону они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать. Но сами они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы, то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости. Ребята, давайте попробуем определить, какими художественными приемами пользуется Тургенев при описании картины природы. И приведите примеры. Художественные приемы – это эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворения. Эпитеты. Солнце не огнистое, не раскаленное, светлое и приветливо лучезарное, играющие лучи, бесконечно разлившаяся река, могучее светило. Сравнение. Блеск подобен блеску кованого серебра. Сами они лазурны, как небо. Последние из них черноватые и неопределенные, как дым.
Как бережно несомая свечка. Метафоры. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце мирно всплывает. Хлынули играющие лучи. Олицетворение. Ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной. Вихри гуляют по дорогам. Облака исчезают, ложатся розовыми клубами. Перечитайте еще раз описание прекрасного июльского дня и подумайте, какое состояние души испытываем мы, слушая или читая эти строки. Описание июльского дня обрамляется мыслью о пребывающей в небе и на земле какой-то трогательной кротости. Запечатленная в природе красота окружающего мира у Тургенева ассоциируется с такими понятиями, как тишина, покой, кротость. Ребята, домашнее задание – написание изложения. Дорогие дети, вы получили самое основное содержание по основной теме. Другие материалы вы получите от своего учителя. Если у вас есть вопросы, вы их можете задать учителю. Удачи в освоении нового материала, наши юные друзья.